Добрый день, дорогие друзья. Очень часто мои зрители задают вопрос: подскажите, какой образ жизни вести более правильно, лучше и полезнее для здоровья? Активный образ жизни или сидячий образ жизни? Кстати, если вы хотите комплексно разобраться в вопросах здоровья, приходите на мой бесплатный вебинар. Ссылка в описании под этим видео. Ну, на самом деле, дорогие друзья, хочу вам напомнить, что существует правило золотой середины. Да? Все излишнее вредит. Избыточно активный — это вред, избыточно пассивный — это тоже вред. Поэтому в оптимальном варианте нужно вести такой умеренно активный образ жизни. Ну, давайте попробуем разобрать оба вида деятельности: активный образ жизни и сидячий образ жизни. Ну, давайте начнем с сидячего, потому что сейчас многие работают за компьютером, и в основном как-то все больше и больше мы начинаем вести более сидячий образ жизни, двигаемся гораздо меньше, чем раньше. Значит, что происходит при сидячем образе жизни? Человек сидит, вот я сейчас сижу, да, вроде бы вот я расслаблен, да, то есть я не напрягаюсь, ничего, все расслаблен. Но значит ли это, что расслаблены все мои мышцы? Вовсе нет. Но если ноги, например, у меня сейчас практически не работают, то все туловище, мышцы всего туловища и особенно шеи, они сейчас находятся в напряжении. И естественно, что если я вот так вот сижу достаточно длительное время, а, как правило, у нас рабочее время 8 часов стандартно, да, а то и больше. Соответственно, все это время мышцы находятся в постоянном напряжении. Причем напряжение тоническое, да, не динамическое, то сжались, расслабились, а статическое такое напряжение. И вот тут хочу сразу сказать, дело в том, что существует особенность. Между динамикой и статикой есть очень большая разница. Это относится и к напряжению, и к расслаблению. Вся динамика работает не так сильно, не так эффективно, как вся статика. То есть, например, если вам нужно расслабить мышцы, то статические расслабления будут гораздо более эффективны, чем динамические. Если вам нужно укрепить мышцу, усилить ее, то статические напряжения будут гораздо эффективнее, чем динамические напряжения. И так везде и во всем. Поэтому я и предлагаю делать статические растяжки, то есть расслаблять в статике, потому что это наиболее эффективно, чем в динамике, причем во много раз эффективнее. Но, к сожалению, и напряжение тоже статическое, оно гораздо более вредно и гораздо больше дает напряжений мышечных, чем динамическое. Поэтому, когда человек вот так сидит, даже хотя бы там 8 часов рабочее время, да, и в это время мышцы у него находятся в статическом напряжении, и здесь шея вся напряжена, надплечья напряжены, вся трапеция наша напряжена, вся практически полностью, мышцы поясницы напряжены, то есть вся спина у нас находится в напряжении. И главное — шея. Вот там почему главное? Потому что мы говорили, что кровоснабжение от головного мозга через шею идет. А если еще человек сидит так, что у него локоть висит, то, соответственно, еще больше напрягаются вот эти мышцы. Это и лестничные, и трапеция для того, чтобы держать плечо, чтобы оно не упало. Соответственно, весь вес руки держится напряженными этими мышцами, причем напряжение статическое. Это с обеих сторон, что справа, что слева. А если человек еще работает мышкой, сидя за столом, да, то значит напряжение еще больше на правую руку, которую он работает, и так далее, и так далее. Поэтому мы и встречаем чаще всего у людей сидячего образа жизни, встречаем такие проблемы, как кровоснабжение головного мозга, нарушение его, да, как шум или звон в ушах, как снижение памяти, нарушение сна, проблемы с глазами, проблемы со зрением и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти все проблемы вызываются как раз вот сидячим образом жизни. Я всегда говорю, сидячий образ жизни — это профессиональная вредность, из-за которой развиваются многие-многие проблемы. Тот же самый острое нарушение мозгового кровоснабжения, хроническое нарушение мозгового кровоснабжения — это все связано с напряжением вот этих мышц.
Вот такие неприятности у сидячего образа жизни. И есть еще вторая категория неприятностей, которая связана не только с плечевым и шейно-плечевым поясом, да, но и с тазовым поясом. Почему? А потому что там у нас есть такие органы, как у женщин матка, а у мужчин простата. И когда мы сидим как раз на промежности. И, соответственно, постоянное 8-часовое статическое напряжение этой промежности и приводит к напряжению мышц промежности подвздошно-поясничных мышц, напряжение которых и вызывает у женщин миому матки, а у мужчин аденому простаты. Вот. И всевозможные нарушения мочеиспускания, да, когда женщины вынуждены бежать, бежать быстрее, скорее, чтобы не упустить мочу, а мужчины ночью встает в туалет там по несколько раз пописать. Вот. Это все связано с вот этими напряжениями. И одной из, говорю, профессиональных вредностей является как раз именно вот это сидячий образ жизни. Вот что происходит при сидячем образе жизни. Ну и кроме того, если человек только сидит и практически больше почти не двигается, ну, кроме того, еще нарушения метаболические, набор веса, отек и так далее, так далее. Потому что тот же самый отек– это нарушение лимфатического оттока. Да? Одним из двух основных факторов лимфатического оттока является мышечная работа. То есть мышцы должны двигать, чтобы тогда-то лимфа прогоняется. А когда мы сидим неподвижно, то лимфа застаивается, и куча проблем возникает еще на этом фоне, да. Вот. И кроме того, отсутствие движения, снижение энергетики, то есть снижается энергетика. Поэтому, конечно, вот такой сидячий образ жизни, он достаточно разрушителен. Но значит ли это, что подвижный образ жизни- это много лучше? Ну, давайте разберем недостатки подвижного образа жизни. Что такое подвижность, да? Есть нагрузка, есть перегрузка. Мы говорили, что есть спорт, есть физкультура. Физкультура– это нагрузка без перегрузки, а спорт– это сплошная перегрузка. Вот. И, естественно, если человек ведет умеренно активный образ жизни, то, в общем, это все на пользу, это все замечательно. А если человек, например, занимается спортом, то есть у него сплошные перегрузки, то что он делает? Он разрушает свой организм. Почему? А потому что мы говорили, что перегрузка разрушает порог. То есть у каждой функции нашего тела есть порог. Если мы даем нагрузку ниже порога, вот, то порог повышается. А если мы даем перегрузку, то есть нагрузку выше порога, то тогда порог разрушается. Так вот, спорт– это сплошная перегрузка, сплошное разрушение порогов. А разрушение порогов– это что? Это сброс энергетики. Поэтому, хоть я все время и говорю, что для того, чтобы быть энергетически сильным, для того, чтобы иметь активную энергию, нужно заниматься активными движениями, надо двигаться. Да, да, это так. Но всему есть своя мера. Все должно быть подпорогово, а не запредельно, не запорогово. Вот. Поэтому любые избыточные нагрузки, они, к сожалению, не увеличивают энергетику, а наоборот уменьшают ее, разрушают. И именно поэтому, помните, я говорил в одном из роликов, что для того, чтобы не болеть, нужно иметь сильную энергию. Чтобы иметь сильную, большую энергию, нужно проявлять физическую активность, да? Вроде уж, казалось бы, больше, чем спортсмены. Кто может проявлять физической активности? Но все хорошо в меру. Если человек в меру физически активен, у него энергии много, и он не болеет. А спортсмены, как мы знаем, болеют, за милую душу болеют. Почему? А вот именно потому, что они перегружают, и они не усиливают свою энергетику, а наоборот разрушают ее с вот этими своими перегрузками. Поэтому перегрузка– это тоже разрушение. И когда человек ведет вот такой разрушительный образ жизни, то есть снижает свою энергетику, то естественно, что он будет болеть. И болеть чем угодно, там, начиная от онкологии и заканчивая простудными заболеваниями. Почему? Потому что он разрушает свой организм, разрушает свою энергетику. Именно поэтому я в самом начале и сказал, что самый оптимальный вариант– это золотая середина. Когда, да, например, вы, ну, работа у меня сидячая, но вот я вынужден там 8 часов сидеть, да, но для того, чтобы эта сидячая работа не вызывала негатива, ну, во-первых, нужно хотя бы с какой-то периодичностью там вставать и разминать свое тело, расслаблять свои мышцы. Там хотя бы раз в час встать и там 5 минут уделить, прокрутить все суставы. Банально, хотя
хотя бы так. Вот. И после того, как вы поработали, эти 8 часов отсидели на работе, вы возьмите, пробегитесь, дайте там 10-15 минут легкого бега там до остановки или до дома, или там до станции метро, куда-то себе какую-то дистанцию какую-то дайте, там 1,5–2 километра, чтобы вы, немножко подвигались. Тогда вот этот сидячий образ жизни, он будет компенсироваться вот этими движениями. И этого будет достаточно для того, чтобы вы были всегда в хорошем, нормальном состоянии, были здоровы и счастливы. Вот. Равно как если вы спортсмен, то надо делать не только напрягать мышцы, надо делать обязательно статические растяжки. Почему? Чтобы убирать вот эти мышечные напряжения. Почему? Для чего? Потому что эти мышечные напряжения едят вашу энергию. Вы и так разрушаете все пороги свои, снижаете. Вот. А еще накапливаете забитые мышцы. А эти забитые мышцы, они же ведь тоже едят вашу энергию. Вот. Соответственно, вы еще больше уменьшаете свою энергетику. Поэтому если, ну, занимаюсь я, например, там большим каким-то серьезным спортом, вот, и я не собираюсь его бросать, начинайте делать статические растяжки. Занимайтесь своим спортом, пожалуйста. Но 10 раз в день поделайте, помимо нагрузок, на те мышцы, которые нагружаете, поделайте еще и статические растяжки. Тогда проблем не будет. Вы вот эту всю патологию, крайность своего образа жизни вы будете компенсировать этим. Уже жить будет гораздо легче, энергии будет гораздо больше, и болеть будете гораздо меньше. Вот, дорогие друзья, мое мнение, что золотая середина, да, то есть достаточно должно быть и расслаблений, достаточно должно быть и напряжений. Вот. И каким образом приверженцы крайних образов жизни, сидячей работы или, наоборот, гиперподвижной работы, могут создать себе, как бы нормализовать свой образ жизни и быть здоровыми и счастливыми. Благодарю вас, всего доброго, надеюсь, вам это пойдет на пользу. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ваш лайк – большая для нас награда. Ставьте. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы точно ничего не пропустить.